Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. 14 декабря в Абхазии отмечают День памяти жертв Латской трагедии. В этот день, 26 лет назад, войска Госсовета Грузии сбили над горным селом Лата вертолет с беженцами из Хварчала, в котором заживо сгорели 87 человек, в том числе 35 детей и 8 беременных женщин. Останки погибших захоронены в городе Гудаута. Это одна из самых трагических страниц в новейшей истории Абхазии. Все люди доброй воли ужаснулись от содеянного, с болью в душе восприняли факт зверского убийства невинных женщин, детей и стариков. Народ Абхазии еще раз убедился, что имеет дело с настоящим фашизмом. У мемориала жертвам Латской трагедии в Гудауте прошел траурный митинг. В нем приняли участие президент Рауль Хаджимба, спикер парламента Валерий Кварча, премьер-министр Валерий Бганба, депутаты парламента, члены правительства, главы администрации городов и районов, представители общественности, ветераны войны, школьники. Почтить память жертв Латской трагедии в Гудауту приехали люди из всех районов республики. Как отмечалось на состоявшемся митинге, на месте захоронения останков погибших в вертолете будет построена часовня в память погибших. 26 лет прошло с момента страшной трагедии, произошедшей над высокогорным селом Лата. Но для родных погибших боль утраты все так же не стихает и время не лечит. С самого утра люди со всех концов Абхазии несут цветы, свечи, игрушки и сладости к братской могиле в городе-герое Гудаута, к месту захоронения жертв Латской трагедии. В этот день скорбит вся Абхазия. Декабрь 1992 года был одним из самых сложных месяцев Отечественной войны народа Абхазии. В тылах воюющей Апсны не было света, тепла, продуктов питания. Но тяжелее всех было блокадному Тхварчалу. Единственным способом связи с внешним миром была авиация. Спасаясь от голода и холода, люди семьями летели из Тхварчала. Но враг был беспощаден даже к ним. У нас в этом вертолете погибли 8 человек наших очень близких. 2 мои невестки, по 2 детей у них, 4 наших племянников, племянниц, тетя, мамина сестра со своим ребенком. 8 человек. Очень тяжело об этом говорить нам до сих пор. Невозможно передать всю боль и отчаяние, страх и ужас, которые испытали в тот злосчастный зимний вечер не только родственники погибших, но и весь народ Абхазии. И сколько бы лет ни прошло с момента страшной трагедии, жестокого убийства ни в чем не повинных маленьких детей и женщин, этот день для всей Абхазии останется днем памяти и скорби. Выступавшие на митинге памяти жертв Латской трагедии отмечали, что трагические события тех дней не сломили абхазский народ, а наоборот сплотили в борьбе с жестоким врагом. И мы выстояли и победили. Мы помним подвиг героев, склоняем головы в память о невинно убиенных. — 14 декабря 1992 года в новейшей истории Абхазии навсегда останется одной из самых тяжелых и трагических дат. Память о жертвах Латской трагедии вечна. Часовня, которая будет построена в Гудауте, на месте захоронения жертв трагедии, станет символом вечной памяти народа. Алика Трапш, Инала Гухава, Абхазское телевидение. 14 декабря в городе-герой Тхварчал прошел траурный митинг у памятника жертвам Латской трагедии. В памятной акции приняли участие глава районной администрации Аида Чичхалия, министр обороны Абхазии Мираб Кишмария, члены правительства, представители общественности, учащиеся школ и молодежь города. Памятник установлен на месте, откуда 14 декабря 1992 года взлетел вертолет с мирными людьми, женщинами и детьми. В память о погибших школьники прочли стихи, зажгли свечи, в небо были запущены шары. Как отмечалось на митинге, дата 14 декабря 1992 года навсегда останется кровоточащей раной в сердце каждого жителя Абхазии. В этот день, когда по вынужденной ситуации мы оторвали от своей души ближайших своих родственников, детей, женщин,
посадили в этот вертолет, и этот вертолет не вернулся. Этот вертолет трагически погиб. Эта трагедия потрясла нас всех, но в то же время придала колоссальные силы защитникам города и всему Восточному фронту. Злость и ненависть к врагу – вот что было в сердцах каждого. Мы все должны думать только об одном, чтобы никогда не повторилось это время, чтобы никогда не гибли дети, никогда не гибли солдаты, чтобы не было голода и холода. Скорбная дата мне в сердце стучится, и суровый декабрь весь слезами исходит. Бьется память больной и израненной птицей. Эта боль не пройдет, эта боль не проходит. Страшной мукой людской это небо пылало. Сотни молний сошли здесь свинцовой пургой, и земля здесь разверзлась и огненной стала. И вдруг рухнуло небо, сравнялось с землей. В истории любого государства есть трагические события, память о которых навеки поселилась в наших сердцах. И здесь, как говорят, время не лечит. Вечная память мирным жителям, погибших 26 лет назад в страшной трагедии. Вечная память всем героям Абхазии, защищавших свою родину. Вечная память российским офицерам, добровольцам, которые по зову сердца прибыли в Республику Абхазия и выполняли свой офицерский долг, оказывая всестороннюю поддержку братскому абхазскому народу. Каждый год 14 декабря сотни людей приходят к мемориалу, установленному на месте, где упал вертолет с женщинами и детьми. Ложатся цветы к холодному памятнику, который стал напоминанием о человеческой жестокости. Родственники погибших и сегодня вспоминают этот день как кошмарный сон, который не заканчивается. Сюда пришли руководители Гулрыбского, Ткварчалского и Очимчирского районов, ветераны войны и все те, у которых в тот день война отняла жизни родных. 14 декабря в 17:30 в момент падения вертолета 26 лет назад в Сухуме прошла акция памяти погибших в Ладской трагедии. Организатором акции вот уже несколько лет подряд выступает Музей боевой славы имени Владислава Ардзенба. В этом году, как и в прошлом, акцию поддержал Комитет по вопросам молодежи и спорта администрации города Сухум. В 16:30 в Музее боевой славы открылась экспозиция, на которой были представлены части сбитого вертолета. Затем в 17:30 в момент падения вертолета участники с зажженными свечами прошли к парку славы, возложили цветы и пустили в небо шары. Были знакомы очень многие. Нам все двое девочки-сестры и еще их родная тетя от матери. Вот они погибли. Мы близкие люди. Этот день очень тяжело для всех нас, потому что, видя нечеловеческое отношение к детям, к женщинам, беременным, это просто говорить не хочется, просто больно и все. Мы этот день всегда вспоминаем с горечью. حزي وانا قلبي لاتا اخلم ضاخياني رتعت من رجز يخرز خطوز زجك توبيرت كتون يردر وزمة يمكن تسرك نصر بستازار الشخصوز نسبرتكوا زبرت زلطة يا ربان أجنش وزيد شان.
В офисе Сухумского отделения движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» открылся стенд памяти бойцов-репатриантов, погибших в Отечественной войне народа Абхазии. На стенде фотографии с именами 10 героев из Турции, Сирии и других стран, которые посчитали своим долгом защитить от агрессора свою историческую родину и отдали жизни за свободу Апсны. Память о них будет жить вечно. Спасибо матерям, которые вырастили таких сыновей, дочерей. Очень многие, конечно, погибли, не дождались победы, остались лежать на абхазской земле. Но мы должны все то, что они сделали, передавать из поколения в поколение, чтобы наши подрастающие поколения знали, какой ценой досталась нам победа на сегодняшний день. И хочу, чтобы эту победу мы ее лелеяли, держали и как можно больше к ней относились с уважением, с терпением и как можно больше старались уважать. Это самое главное. Возможные пути сотрудничества и обмена опытом между общественными палатами Абхазии и Чеченской Республики были обсуждены в ходе встречи в Сухуме. Во встрече участвовал ветеран Отечественной войны народа Абхазии, доброволец из Чечни Амрадий Керимов. Подобная встреча в Абхазии проходит впервые. Она ознакомительная, но ее участники выразили надежду, что контакты между общественными палатами Абхазии и Чечни станут постоянными. Нас беспокоит судьба Абхазии и беспокоила и раньше. И, естественно, одна из целей нашего приезда сегодня наметить некоторые пути совместной работы, по которым мы могли бы дальше развивать отношения, как добрососедские отношения, это между Абхазией и Россией, и отношения, именно культурные отношения, и также помочь вырваться вот где-то, наверное, в политическом плане, экономическом плане вперед. Для многих людей интернет давно стал заменой реальной жизни. Там можно играть, знакомиться, общаться, совершать покупки, работать и вести вполне активное существование. И поэтому совсем не удивительно, что в определенный момент возникли и виртуальные деньги, криптовалюты. Первые деньги этого формата появились в 2009 году. Уже в 2013-2014 году многие страны начали их использовать. А в 2017 году эти деньги перешли из состояния онлайн в офлайн и начали использоваться в только что открытых криптосервисах и магазинах. Что такое криптовалюта, криптоферма, майнинг и биткоин? Насколько эти вопросы актуальны для Абхазии? Специальный репортаж Ирины Аршба на эту тему смотрите сразу после новостей. А сейчас небольшой отрывок из него. Криптовалюта – деньги, которые создаются с учетом криптографических методов и появляются через разгадывание шифра. В современном мире существует уже около 1000 криптовалют, самая популярная из которых – биткоин. Главное отличие от тех же веб-мани в абсолютной децентрализации, независимости от любой финансовой и государственной системы банковских структур. Она достигается благодаря принципу работы на технологии блокчейн, которая позволяет последовательно криптографировать проведенные операции. Пользователи интернета объединяются в сообщества и осуществляют товарообмен, который удобнее реализовывать, пользуясь виртуальными деньгами, хранящимися здесь же в интернете. А пересылку осуществляют через анонимную, но полностью открытую систему блокчейна. Самым распространенным способом добычи криптовалюты считается майнинг – решение криптографических задач различной сложности с использованием мощностей оборудования. Таким образом, майнеры, используя вычислительные мощности, поддерживают работоспособность сети. Именно этим и занимаются криптофермы, количество которых во всем мире ежедневно увеличивается. С недавних пор криптофермы появились и в Абхазии. Хотя официально их деятельность нигде не зафиксирована, о существовании криптоферм говорят имеющиеся факты ввоза в республику специального оборудования. Такого оборудования с 2016 года в Абхазию ввезено около 5000 единиц.
Также за данный период на территории Республики Абхазия было ввезено большое количество компьютерных комплектующих, которые, по мнению Государственного таможенного комитета, могут быть использованы для самостоятельной сборки аналогичного специализированного оборудования для извлечения криптовалюты. Государственный таможенный комитет проводит правоохранительную работу в данном направлении, по результатам которой за 2 года были в отношении 2 участников внешнеэкономической деятельности были заведены 2 административных дела по статье недекларирования товаров, а также несоответствие с таможенным режимом. И с этих участников внешнеэкономической деятельности была взыскана денежная сумма в виде штрафа, размер которого составил 3 миллиона 319 тысяч рублей. Состоялась презентация фильма «Иисус» на абхазском языке в Музее боевой славы в Сухуме. Фильм «Иисус» транслировался во многих странах мира и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса по количеству переводов на разные языки мира. Фильм «Иисус» – один из самых популярных и известных фильмов об Иисусе Христе. Он снят в 1979 году по синодальному переводу Евангелия от Луки. Фильм переведен на 2000 языков мира с помощью международной христианской миссионерской организации Campus Crusade for Christ, члены которой были инициаторами переводов. И вот, наконец, очередь дошла и до Абхазии. Перевод текста к фильму «Иисус» осуществил директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба. Международная организация обращается ко мне, чтобы мы озвучили фильм «Иисус». Текст дали. Главное, не меняя смысл, не меняя терминов, ничего, не искажая текста, надо было переводить так, чтобы все могли понять жизнь Иисуса Христа. Съемки художественного фильма «Иисус» с элементами документалистики проходили в течение 5 лет. В фильме есть предисловие, которое рассказывает о Ветхом Завете. Затем идет описание основной истории Христа. А в послесловии рассказывается о жизни после распятия Христа и о том, как христианство развивалось дальше. Фильм «Иисус» на абхазском языке озвучили актеры Абхазского государственного драматического театра и молодежного театра, а также Русдрама. Что касается характеров, что касается образа поведения этих персонажей, это на любом языке вроде бы понятно. Но дело в речевом переводе, потому что то, что на английском, то ли на русском произносится по артикуляции, по размеру, по содержанию, очень трудно подогнать на абхазский язык, перевести. И вот это, наверное, и с любым другим языком такое же самое происходит, но вот в этом сложность основная. Кроме того, посильную помощь в переводе фильма оказали и сами верующие христиане. Сделана грандиозная работа, мы к этому шли почти целый год. Мы рады, чтобы на земле Абхазии люди услышали, увидели фильм «Иисус». И мы верим, что это будет большим благословением для нашей земли, для нашей Апсны. Фильм «Иисус» имеет глубокое воспитательное значение. Вот почему каждое воскресенье представители абхазского духовенства в храмах Абхазии на богослужениях читают отрывки из Евангелия и толкуют Библию, вспоминают историю Бога-человека, Иисуса Христа. Ioan iași păgrăiși băzișohaz, ațăr șușnucu, alăș ciușârbu, zazărimub să răzăbuiu răzvan. Аля Катрапша, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. Во вторник, 18 декабря в 6 часов вечера в Доме Москвы в Сухуме состоится новогодний благотворительный аукцион «Тепло сердца». Его проводит общественная организация «Киараз». Будут представлены картины, изделия из керамики и многое другое. Главная цель аукциона – это сбор средств для приобретения зимней детской обуви для подопечных фонда «Киараз». Помимо аукциона у нас будет несколько площадок. Мы решили сделать мини-ярмарку, то есть каждый человек может приобрести ту или иную вещь. Как раз перед Новым годом это будет, кстати. И раздаваться письма. Письма детей подопечных Киараз. Поэтому каждый желающий может прийти, поприсутствовать. Будет очень атмосфера такая творческая, приятная. Призываем всех прийти 18 числа в 6 часов вечера
до Москвы. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 5-10, днем 8-13 градусов. Температура морской воды 14 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.